Программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Поговорим об экологии прямо сейчас вместе с гостем. Сегодня с нами член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа и эко-волонтер Медхат Хасанов. Медхат Равилович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали из города Радужный, это ХМАО, в Уфу сюда. Расскажите, пожалуйста, программу визита, да, что планируете сделать? Значит, меня пригласили на ежегодный форум экологический, который будет продолжаться 10, 11, 12 числа. Программа очень обширная. Я сюда приехал не с пустыми руками. Я привез 50 направлений волонтерского движения. Они отработаны. То есть желающим, пожалуйста, можно работать не площадный край. Также с собой я привез 8 проектов экологических. Значит, эти проекты не требуют финансовых затрат. То есть мы с бюджета ни копейки туда не потратим. Значит, и мы не претендуем на какие гранты премии. Значит, самое главное, на этих проектах наши ветераны, пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, безработные могут заработать деньги. Вот каким образом, поподробнее, Медхат Равилович? Сейчас буквально расскажу. Значит, сейчас мы буквально вот с вами заканчиваем. Значит, я еду в Министерство природопользования и экологии. Мы встретимся там 3 министра. Значит, обсудим программу наших проектов вот на завтра. Значит, какие мы будем в первую очередь, а вторые, третьи, по очередности. Мы все это рассмотрим. Значит, ну, вкратце, значит, на ваш вопрос, значит, Виляк перебил. Значит, как вот первое, кедрощей. Значит, я родился в Уральском районе. Мы начали сажать еще лет 15 тому назад. Значит, первый раз я привез инструкции, значит, кедровые орехи, кедровые саженцы. Вот они, эту фотографию. Вот, детям, школьникам раздаю, да, все это хозяйство дела. Значит, и начали мы сажать, значит, их не только вот в Уральском районе, в масштабе Башкортостана. Вот это кедровые орехи, вы все видите, все это дела. Значит, приглашаем всех, значит, вот, подключим свои Народный фронт, Русские герои общества, значит, и всех желающих. И вот здесь мои коллеги, здесь есть совет ветеранов, афганцы, пограничники и администрация района. Значит, он родился, вырос, как говорится, у нас, поэтому очень нас поддерживают и хороших, добрых начинаниях в экологическом направлении. И не удивляйтесь, вот здесь вот вроде космонавты. Причем тут космонавты кедры, да? Вот там стоит вот, в центре у нас Рыжиков Сергей Николаевич, это наш космонавт. Он родился, вырос в Нижневартовске. Я ему дал вот кедровые орехи в этих пакетиках. Сейчас он проводит там испытания наших кедровых орехов. Как они там будут расти или нет. А как можно заработать? Расскажите, пожалуйста, вот те, кто безработные, либо попали в сложную жизненную ситуацию сейчас, и в том числе из-за пандемии, то какое решение может для них быть? Ну, я, как и сказал, значит, допустим, вот начнем с водоемов. Вот мы создали водоемы, значит, запустили рыбу. Значит, естественно, они ловят рыбу, завели себе холодильник, морозильник, лишние пошли, продали, заработали деньги. Грибы тоже, значит, посадили, значит, мы их обучаем, значит, даем инструкции, даем семена, все это. И вы знаете, вот наши дети в 5 классе проходят тему грибы, значит, а, к сожалению, вот учебника нет. Как их сажать? Ну, ни слова нет. Вот этот пробел сейчас мы пытаемся на уровне Министерства образования Российской Федерации этот учебник откорректировать чуть-чуть. А сейчас вот на своем уровне разносим, проводим занятия в детских садах, в школах, все прочие дела. Да? И на всех общественных организациях, которые мы, ну, вот здесь вот, кого только здесь нет, и Единая Россия, Молодая гвардия, и Совет ветеранов, и инвалиды, дети-инвалиды с нами работают постоянно в одной упряжке, все это дело. Естественно, у них есть возможность просто заработать деньги. Сюда мы подключаем и церковь, и мечеть. Вот детишки стоят, мы здесь кормушку повесили, да, скворечники, и посадили вот саженцы этих грибов. Все это, семена, так будем говорить, все это дело. Это, что для этого нужно? В первую очередь, конечно, информация для населения. Значит, когда информация есть, мы открыты, мы даем свой электронный адрес, контакт, телефоны, нам звонят, спрашивают, не просто вот так в Ханты-Мансийском округе, в Тюменской области, масштаб России, начиная от Дальнего Востока, кончая Крымом. Потому что наши кедрачи уже везде, семенами раздаем, саженцами раздаем, и инструкции усиленно. Значит, есть результат на сегодняшний день. Я считаю, что у нас, наверное, в Башкортостане уже не осталось ни одного района, где бы не сажали кедрачи. Почему именно кедрачей? Потому что это самое ценное дерево в мире. Значит, здесь, которое дерево кормит, больше всего выделяет кислород, это само собой, но самое главное, кормит птичек, кормит зверей, кормит и лечит нас, людей. Вот самые ценные орехи, оказывается, кедровые. А до этого я считал почему-то грецкие.
Меня еще в детстве кто-то внушил, что они вот самые ценные, они даже на мозг человека похожи. Действительно так, да? Оказалось, ученые меня чуть-чуть самому мозги поправили. Сказали, Митхат, ты ошибаешься. Самые ценные, значит, кедровые. Поэтому, если обращаете внимание, значит, вот в аэропортах очищенные кедровые орехи их продают, значит, 5000 рублей килограмм. Оно того стоит, кто знает, да? И поэтому в этом направлении, значит, наша с вами задача дать максимум информации населению, начиная, естественно, детей. Детские сады, школы, вузы, ну и население в целом. Также еще один из ваших проектов – это спасение рыбы. Расскажите поподробнее, вот, как его можно применять в республике и какой опыт есть, ну, в целом накопленный. Эту операцию мы называем «Бурим лунки, спасаем рыбу». Буквально вот 13 февраля, значит, ваши коллеги тоже приехали, сделали репортаж. Значит, как вы знаете, Путин объявил годом науки, технологий и образования. Вот новые технологии мы придумали вот впервые в этот раз, в этом году, значит, нам муравьи помогли. Значит, природой надо дружить, да, подсказали. Не замерзающие лунки, технологию. Просто пробурили, значит, перекрываем ее как колодец, потом как муравейник, снег засыпали, значит, метр высота, 1,5 метра диаметр получается, и у вас 50 градусов мороза у себя там, да, не замерзает. Здесь то же самое, значит, сейчас многие вот интересуются, вот после вашего репортажа огромные коллективы всего БСЦ нам показали, рассказали, сейчас столько было звонков, как на самом деле это дело делается. И мы продолжаем. Значит, это же здорово. То есть мы сегодня с вами вот сидим, беседуем аккуратно, нормально, да? А под льдом миллионы мальков гибнут. Они вот маленьким ломиком тычут, люди, помогите, спасите, мы не слышим. А весной все дружно возмущаемся. А где же рыба? Почему нет? Так сегодня надо помочь. Вот бурят лунки, поэтому пользуясь случаем, я обращаюсь со всем жителям нашего родного любимого Башкортостана. Давайте будем бурить лунки, открывать проруби, полыни, спасать рыбу. А природа, матушка, нас отблагодарит. Удачной рыбалки, удачным урожаем. Это же водоемы, это же не просто вот водоем. Это пожарный безопасность, во-первых. Во-вторых, она, когда испаряется, повышает урожайность в подсобных хозяйствах, значит, на полях и на природе. Значит, чем больше водоемов, тем больше урожая. И плюс к этому мы пчел еще попросили, чтобы они поработали, пыляли. А вот, кстати, про пчел. Хотела отдельно спросить, вот немногие верили в этот проект «Сибирская пчела», да, то, что вы планировали развивать пчеловодство именно в Ханты-Мансийском автономном округе. Расскажите, вот в итоге к чему пришли? Значит, пришли, не то, мы провели испытания. Ну, во-первых, мы начнем, все-таки Башкортостан славится на весь мир, значит, своим пчеловодством, своим здесь медом. У нас пройдет и Апимондия. Да, по пчеловодству. Да, значит, и вот здесь даже ребята, вот, мы сегодня будем обсуждать на уровне 3 министров, значит, бурзянскую пчелу, проблему, проект, ко мне много обратились, значит, есть там вопросы, я считаю, что мы найдем консенсус, потому что есть природа, есть пчелы, дикие пчелы имею в виду, да, есть жители, которые там живут, 3 районов у нас здесь, это Ишимбайский, значит, Мелиузевский, Бурзянский. Я считаю, что здесь в первую очередь жители должны сказать свое слово, но они сначала должны спросить у природы и у пчел. А сибирская пчела? А вот сибирскую пчелу, значит, тоже на основании, значит, наших вот ведущих пчеловодов Башкортостана, опираясь на их знания, на их опыт, мы решили испытание провести там. Значит, привезли. В первую очередь мы в Амшаннике их поддержали, выжили. Под снегом выжили. Пенополисировые ложи выжили. Последнее, сердце крови обливалось. Тайга стоит на вес, одну улью поставили. Самые низкие температуры минус 48. Ни одна пчела у нас не погибла. А естественный мор в Амшанниках был. Это нормальное явление. Да? Вот после этого только мы объявили всем. Значит, пригласили также телевидение, ваших коллег. Значит, показали, рассказали. Сейчас у меня 7-я школа, дети-инвалиды. Значит, они тоже изъявили желание. Я им книги подарил про пчеловодство. И они готовят сегодня же улья. О чем говорит такой результат? Результат, о чем это говорит? Значит, просто вот у людей нет информации. Вот информацию мы дали, значит, люди уже заинтересовались. И процесс пошел. Значит, поэтому я считаю, вот ученые, когда пытались меня отговорить, Митхат Ильич, ты что, немножко и того, да? Как, северная пчела? Я говорю, так мы испытали их 5 лет, все это прочее. Вот они. Я говорю, тогда вы мне скажите, объясните, почему у нас живут тогда осы, почему живут шмели? Для них же никто не строит, ни ульев, ни овшанников, да? Они живут, вот, увидите ли, вот сдались, без боя. Сколько времени собирался мед пчелами, вот сибирскими, да? И вот что здесь видели, в этой части? В этой части, значит, во второй половине апреля, когда вот начинают распускать свои, значит, споры, значит, ель, сосна, все прочие дела. А если плюс 12-15 градусов, они уже вылетают
все прочее, начинают собирать. Потом вот мы в воскресенье тальник у нас, да, тоже собирают. А потом одуванчики, а потом вся северная ягода пошла. Барошка, клюква, брусника, черника, рябина, черемуха, все это есть. Но самое обильное у нас это иван-чай. За неделю все тут забивают, значит, и работают они практически до, значит, 15 сентября это железобетонно, а если теплая погода, они до октября, до середины даже. Работает, добывает мед. И мед вкусный, классный. А вот, кстати, про вкус хотела спросить. Что напоминает? Ну, есть, конечно, запах специфический, значит, природой. То есть у нас хвойное все это хозяйство. Вот хвою отдает, это вот даже вот какой-то привкус такой приятный. Очень большой раздел экологическое воспитание. Мидхат Равилович, расскажите, как вы считаете, как сделать эту всю систему эффективную, начиная с детского сада там, и заканчивая старшим поколением, да, все-таки очень много лет обсуждается экологическое воспитание, но вот пока топчемся на месте, вот у многих такое ощущение. Значит, здесь, я как уже сказал, просто повторюсь, надо, конечно, начинать с детских садов, значит, со школ, вузы, то есть подрастающее поколение. Значит, вот на этот год у нас Ради Фаридович объявил годом здоровья и активного долголетия. Она взаимосвязана. Значит, экология что это? Это наше здоровье. Значит, ну а если уже дословно перевести, это же, вот старшие классники уже знают, они экологию проходят, все это прочее. Наука в дом, то есть от греческого перевести. Да? Поэтому здесь я на сегодняшний день очень рад, что вот сегодня у нас форум, значит, собирается. Уже у нас 5-й. Он раньше был международный, иностранцев, если ваши коллеги помнят, даже мы иранскую делегацию научили, там, у них там песок, камень, научили их сено косить, да, все это прочие дела. Здесь у нас в Башкирии. Я считаю, Башкортостан здесь, если сделать анализ по субъектам России, федерациям, значит, Башкирия он на первом месте. Как бы мы, как сказать, жаловались, что не все в порядке, да? Значит, да, еще много сделано, но многое надо еще делать. А направление, считаю, что курс идет Башкортостан, он правильный. То есть на сегодняшний день Министерство предопознанной экологии основной упор делает именно на воспитание подрастающего поколения. Ради Фаридович поддерживает, русские городские поддерживает, зеленые Башкирия тоже поддерживает. И есть результат определенный. Спасибо вам большое за такое интересное интервью. Будем ждать вас еще в гости в Уфе. Любое время ночи, как пригласите. Спасибо, Мидхат Равилович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа и эко-волонтер Мидхат Хасанов. И мы говорили об экологии. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.